Ситуации, которые очень пугают таджиков, но почему-то их никто не решает. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему многим страшно ходить по улице. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Таджикистане суд Файзабадского района приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы гражданина Алиева, который забил любовницу до смерти, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры страны. Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября прошлого года. Осужденный, находясь в развлекательном заведении Самерджон, расположенном на территории кишлака Лалаги Файзабадского района, выпил около 500 граммов водки. Затем мужчина ушел из этого заведения вместе со своей любовницей Мехренгес Рауповой, которая работала в данном заведении танцовщицей. Когда мужчина и женщина пришли на съемную квартиру, Алиев устроил скандал на почве ревности, обвинив любовницу в том, что она станцевала с другим мужчиной. Словесные претензии перешли в рукоприкладство, говорится в сообщении. Алиев ударил женщину, после чего та упала на землю, затем продолжил избивать ее руками и ногами на глазах у ее 6-летнего сына. В результате гражданка Раупова скончалась от побоев на месте происшествия, отмечает Генпрокуратура. В отношении Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 110, часть 3, пункт В «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Республики Таджикистан, и по которой он был осужден. Как вы относитесь к такой ситуации? А 3 марта на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Колыбай Иргизского района Актюбинской области Казахстана, произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе столкнулись грузовики «Вольво» и «ДАФ». В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомашины ДАФ, гражданин Республики Таджикистан, сообщает издание. Начато судебное расследование, выясняются обстоятельства дорожного транспортного происшествия. Другие подробности происшествия, к сожалению, пока еще не приводятся. А вот 73-летний житель Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в серийном мошенничестве. Он обещал людям организовать хадж. Как сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Таджикистана, ранее задержанный уже был судим за мошенничество. Мужчина входил в доверие к людям, брал у них средства, обещая отправить их в Саудовскую Аравию для совершения обряда хадж, сообщает ведомство. В частности, у жителя города Гулистон подозреваемый для организации паломничества взял $8000, а у 3 жителей Бабаджон-Гафуровского района $3,8 тысяч, $8000 и $4000. Однако слово он не сдержал, а деньги потратил на свои нужды, сообщает МВД. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 247 «Мошенничество» Уголовного кодекса Таджикистана. Ведется следствие. Как вы относитесь к тому, что в последнее время мошенников не осталось ничего святого, и они согласны даже такими способами выманивать у людей деньги? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.